Так, я в эфире. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 22 августа 2022 года, 21:00, 21:01 по Берлину и 22:01 по Джохару. Друзья, приветствую вас. Маш дойшу, 22 вежери. Так. Друзья, приветствую. Перед тем, как приступить к нашей сегодняшней своей основной теме, я бы хотел, как обычно, рассказать ситуацию, связанную с событиями на фронте от Генерального штаба Збройных сил Украины. Итак, от Генерального штаба Збройных сил Украины информация. И вот где эта информация у меня тут была, вот она. Итак, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 августа 2022 года ориентировочно составили 45 400 ликвидировано единиц оккупантов, 200 за прошедшие сутки, 7 танков за прошедшие сутки, итого их 9919, 4230 боевых бронированных машин, 6 штук за сутки, 4 артиллерийских системы, 1032, итого 266 РСЗО, 0 за сутки, 145 антиаэркрафт, 4 за сутки, 0 самолетов за сутки, итого 234 и 198 вертолетов, 1 вертолет за сутки сбит. 815 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 штук сбито, 194 крылатых ракет общим числом составили и 4 за прошедшие сутки. Корабли, катера 15 штук, автомобильная техника 3149 и 6 за прошедшие сутки составили потери оккупанта, и специальная техника 99, еще одну технику, чтобы было ровно 100. Итак, друзья, я рад вас всех приветствовать, и леди, и Ури, и антрополога, и и Довели, всех я вас, друзья, приветствую. И сегодня я хотел бы обсудить тему про нападение, про подрыв автомашины дочери Дугина. Ну, нам сообщали, машина была то дочери, то отца. Сперва отца, потом дочери, что он там сам не водил машину, это была ее машина, и он с ней не сел в машину. Не знаю, почему не сел, но вырисовывается следующая картина. Как известно, русские террористы в лице Патрушева, которые убили военнопленных, тем самым совершили тягчайшее, страшное преступление. Они заявили более 50 убитых азовцев и других военнопленных украинских, которые под гарантией их сдались. 75 ранено. Ну, там, по всей видимости, может быть больше, к большому сожалению. Играя на чувствах украинцев, на гуманных чувствах, на чувствах взаимовыручки, человеческих чувствах, фактически на гуманизме, на самых высших человеческих чувствах, которые есть в людях, на них играя самые настоящие представители сатаны, дьявола, совершают такие тяжкие преступления, и потом еще подбивают украинцев подстрекают их совершать какие-либо преступления, нарушения международной конвенции от 1949 года, для того, чтобы очернить украинцев, чтобы помощь, которая идет Украине на юридическом, на законном основании, на правовом основании, была прекращена. Вот для чего все это делается.
И вот это покушение, оно ложится в ту же канву, о которой ранее я уже неоднократно просто предупреждал, уже с момента взрыва, убийства вот этих военнопленных русскими террористами, потом экзекуция над еще одним украинским военнопленным. Затем мы видели, я вам показывал это видео, как представитель России Фейкин, общаясь с журналистом, украинской журналисткой, ей предлагает захватывать чеченцев, намекает, потом говорит или кого-либо других родственников. Сейчас же взрыв, убийство некомбатанта, да, для тех, кто не понимает, если я правильно помню, как это было, есть комбатант, это человек, который является участником вооруженной войны, он вооруженный участник вооруженного конфликта, которую в принципе можно уничтожать в соответствии с международным законом. И есть некомбатанты. Вот, можно отнести, конечно, Дугина к некомбатантам, потому что он представлял идеологическую сторону, я бы даже сказал, больше пропагандистскую. Идеологии как таковой вот нет. Это есть ширма, которой вот Дугин, они прикрываются. Как таковой идеологии у чекистов нет. Их идеология удержания власти, зарабатывания денег. Это единственная их идеология. И для того, чтобы чем-то кормить людей, вот такие Дугины в православном сегменте российского общества, там в русском сегменте, или славянском, как они любят называть, в сегменте, действует Дугин. Был такой Джемаль, Гейдар Джемаль, которого или умер, или убили, его сына точно убили, который больше действовал в исламском, мусульманской части российского общества. Это два товарища, у них есть еще товарищи, с кем они раньше занимались вот этим евразийством. Это Арестович, всем известный, это Корчинский, это люди, которые выступали против Ющенко, которые выступали против оранжевой революции. И сейчас они как бы снова поддерживают отношения с представителями фашистской России. Там большая каша, которую, как некоторые говорят, и даже с пол-литра не разберешься. Там такой бардак сейчас в Украине творится. Но в принципе при правильном подходе здесь все очевидно. В принципе все на виду, кто с кем контачит, какие заявления делает. Это очень легко вычисляется. И самое главное, как нужно вычислять человека. Первое, на что нужно обращать, это на его биографию, на его бэкграунд, кем он был, чем он занимался и так далее. Если он работал на российскую разведку, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что никогда он больше не перестанет на нее работать. Никогда. Это железобетонный факт, что вот он был такой, потом он передумал и стал другой, это все фигня. Если они передумают, то он должен далеко-далеко спрятаться и тихо доживать. Потому что в любом случае, если человек работал на ФСБ или на ГРУ, он совершал в отношении людей какие-то нехорошие действия. Соответственно, за это его могут спросить. А этой информацией совершали или не совершали такие лица противоправных действий как кому-либо. Эта информация хранится у тех же спецслужб. Поэтому такие люди на крючке на всю жизнь, чаще всего даже по поколениям это передается. Чаще всего так и происходит. Это там целая каста уже сложилась. Они получают пенсию, эти стукачи, еще при Путине, это уже давным-давно, лет, наверное, 10, наверное, если не больше, или около того. Им уже пенсия назначается и так далее, и так далее. Это большая армия стукачей. В Советском Союзе очень активно вербовали людей, такая каста почти новых дворян. ФСБшники это новые дворяне, а это так их, ну скажем так, прислуга новых дворян. И вот по поводу именно убийства, попытка убийства самого Дугина. Я считаю, до сих пор считаю, что
Дугин был целью, и по какому-то стечению обстоятельств, это только предположение, конечно, что был он целью, потому что я слышал, уже читал версию в интернете, что Дугин сам свою дочь предложил пожертвовать, сделать из нее сакральную жертву и так далее, и так далее. Исходя из того, как все это начиналось, я вчера на чеченском языке рассказывал, Пономарев есть такой, да, который Илья, который проживает сейчас, как говорят, в Украине. Этот человек был депутатом, его отец там был где-то там мать депутатом или в Совете Федерации заседала. Ну, человек из системы, абсолютно 100% из системы. И он делает заявление от некой какой-то группы, которая называется Национальная республиканская армия. Я зачитывал, я показывал это видео, я сейчас просто не буду сейчас это все читать и показывать видео этого Пономарева. Ну, фактически Пономарев заявил, что человек, Илья Пономарев, находящийся в Украине, заявил, что он на контакте, на связи с теми людьми, кто совершил фактически террористический акт против некомбатанта. Комбатант, как я сказал, это человек, который вооруженный, принимает участие. И есть некомбатанты, это медики, это юристы, это там другие люди, которые, журналисты, которые не держат в руках оружие, не принимают непосредственно участие в войне с оружием в руках. К этим людям можно отнести и Дарью Дугину, и Александра Дугина. Эти люди постоянно выезжали в так называемую вот эту Лугандонию, ДНРом они очень дружили, и так далее, и так далее. Поэтому, тем более, таким общественно опасным способом, подрывом автомобиля, но это, конечно же, квалифицироваться будет как террористический акт. И в этом своем заявлении, которое сделал Илья Пономарев якобы от имени вот этого этой национальной республиканской армии, как мы знаем, появились русские, у которых там красный ус на флаге отклеился, и теперь у них белый, синий, белый этот флаг. Там есть какая-то группа людей, которые в Украине, которые сдались, перешли на сторону Украины, и вот они теперь готовы бороться против Путина там, и этой власти. Ну, что бросается в глаза вот в этом обращении, которое сделали вот эти Роспартизаны, так называемые. Ну, во-первых, как обычно, это в глаза бросается, что через телеграм-канал они общаются. Это первое, на что можно обратить внимание. Есть полно других, скажем так, недружественных России социальных сетей, через которые можно было бы пользоваться и не пользоваться телеграммом. Но вот люди пользуются именно вот этой программой. Держите с нами связь, говорит, очистим нашу антинародный режим, недопустим. Ну, это большой здесь текст. Текст фактически можно свести к нескольким вот тезисам, что будем уничтожать и тех людей, которые не являются комбатантами, фактически это такая декларация террориста, и здесь так, мы призываем тебя бороться, считаем недопустимым, что это? Так, мы сейчас одну секунду. Так, ну, цель заключается в том, чтобы не дать развалить Россию. Мы объявляем чиновников, вот наша цель остановить уничтожение России
и ее соседей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, присосавших богатством нашего народа. Вот наша цель остановить уничтожение России. Уничтожение России, в принципе, и Путин не говорит. Путин, наоборот, ее увеличивает там, и так далее, там, расширяет, собиратель земель русских, как говорится. Но вот этим товарищам из этой республиканской армии кажется почему-то, что Путин хочет уничтожения России. К большому сожалению, Путин не собирается уничтожать, он наоборот ее укрепляет как может, потому что это его власть, это его богатство, не только его, это и той банды ФСБ, ГРУ, которая вокруг него сформировалась, которые являются новыми дворянами, как они себя называют. И они не собираются разваливать или уничтожать Россию, потому что она им нужна, эта Россия, это их собственность, это их вотчина, они там хозяева полноправные. Поэтому здесь можно смело говорить, что люди, которые писали вот этот текст, хотя там и указывается, что свобода какая-то будет создаваться, это когда, как в 17 году большевики давали заводы рабочим, крестьянам землю и так далее, свободу всем кавказским народам. Мы, это чеченцы, очень хорошо знаем, как нам обещали это все. Они также выступали против царя и так далее, но в итоге они оказались хуже даже. Те реально были соперниками, противниками, но многие мимикрировали из царской этой армии. Кто-то сопротивлялся, кто-то погиб, сбежал, а кто-то мимикрировал и уже стал большевиком, коммунистом и пошли дальше по этому уже пути. И самое интересное, разворачивается, связь зафиксирована, что Пономарев и террористы, которые, можно их уже так называть, потому что это только так и будет признано и международным правом, и русские уже возбудили возбудили дело по статье терроризм, и фактически Пономарев, вот о чем я все время говорю, вот этих россиянцев пригрели, им дают слово, они там говорят, Фейкина пригрели, ввели в информационное украинское пространство, там вот зайдешь, на русском языке, да, в украинском, мы, например, люди, которые не говорим на украинском языке, мы больше смотрим, читаем на русском языке всю информацию, которая поступает нам из Украины в том числе. Так вот, там один только Фейкин. И Фейкин фактически, представьте, Патрушев и банда наемников Вагнер убивает, это ФСБ, банда, вооруженные силы ФСБ, я это называю, они убивают военнопленных, после этого матери, жены получают информацию, что идут судебные процессы, мы все получаем эту информацию, что будут публичные трибуналы будут, потом и казни будут, мы знаем об убитом британце, волонтере, который был захвачен и просто, вероятно, скорее просто забит до смерти. И украинцы, которые, как и мы, чеченцы, гуманные, любят своих людей, ценят своих людей, имеют братство такое свое, и их ставят перед таким фактом. Но им говорят, вот смотрите, например, если вы захватите какого-нибудь чеченца, родственника кадыровцев, например, или какого-нибудь другого чиновника, родственника другого какого-нибудь российского какого-нибудь чиновника, то можно обменять, это такой будет неплохой обменный пленный фонд, как он там называется. И фактически идет полным ходом дискредитация Украины, попытка дискредитации. И для меня это очень важный момент, потому что я это ощущаю как чеченское дежавю, я это вижу каждый раз, у меня перед глазами это происходило на протяжении десятки лет, как происходила дискредитация чеченского сопротивления, как происходило разобщение, провокации против нашего сопротивления, против нашей власти. И вот то же самое сейчас происходит в Украине. И теперь сейчас нам рассказывают, что есть какая-то украинка, которая с дочерью приехала, взорвала бомбу,
И сегодня же, вот я как раз перед начал читать информацию по этому поводу, сегодня сообщили, что Илья Пономарев дает уже интервью «Медузе», и он фактически говорит, что это не она, вот эта украинка, которую обвиняют в том, что это она подложила бомбу, ее уже связывают с Азовом. Ну вот как ее зовут? Как ее зовут? Наталья Вовк ее зовут. Все как по нотам разыгрывается, повторяется, несмотря на то, что мы предупреждаем, все равно попытка дискредитации есть. И сейчас выяснится, что Наталья Вовк реально как-то замешана. Исходя из того, что русские очень быстро вычислили Наталью Вовк, причем все они уже знают, куда уехала, как, что, просто все идеально знают. Всех остальных там они, кого им не надо, не раскрывают, а вот почему-то вот Наталью Вовк так быстро все вычислили, хотя вроде бы за Вовк, как они утверждают, за украинкой Натальей Вовк должно стоять украинское государство, то там не так быстро это должно вычислить. Одно дело, если делать какие-нибудь группы, за которыми не стоят никакие спецслужбы там, и так далее, это одно. А если за этим стоит государство, то еще сложнее должно было быть, по идее, раскрутка, но задержание, вычисления задержания нет, потому что Наталья Вовк с 12-летней дочерью якобы уже находится в Эстонии. Мы, конечно же, подвергаем сомнению все, что говорят русские, неизвестно, так это или не так, но при всем при этом я считаю, что за этим террористическим актом, который совершила Наталья Вовк, там будет замешана, не имеет значения. Я могу привести примеры касательно таких же случаев, когда задействовались как полезные идиоты, товарищи, которые не интересуются всеми вот этими тонкостями, и вот на эмоциональном там помочь что-то сделать ради побратимых, которые в плену находятся, еще по каким-то там своим личным там чувствам людей склоняют на такие преступления, на такие акции, для того, чтобы в целом потом дискредитировать все сопротивление. Это мы, чеченцы, проходили не один раз. Много раз это было. Поэтому вот я это вижу, и просто все повторяется по тому же сценарию. Но даже если если найдется хоть какая-то связь, я официально, я со всей ответственностью 100% заявляю, что за этим стоят российские спецслужбы. И я считаю, что именно Дугин должен был стать сакральной жертвой, потому что как таковой он не идеолог даже. Да, он оболочку наполнения того преступного, воровского, КГБшного режима, который у власти находится, он занимался вот его внешним таким наполнением, не внутренним. Внутреннее, это о нем говорит очень хорошо, я покажу еще. Старовойтова о нем очень хорошо говорит, что Дугин не был никаким идейным фашистом, он просто зарабатывал бабки. И, скорее всего, понимая, что он просто зарабатывает бабки, его решено было просто как медийная фигура, как известный человек, помешанный вот на своем этом евразийстве, на русском фашизме, было хорошо его уничтожить. И это потом найдут какую-нибудь связь Дугина с теми какими-нибудь там пытками, убийствами азовцев. И тогда это вообще просто последний кирпичик снять на свое место, и получится, что вот азовцы отомстили Дугину за то, что вот он был причастен к тому, что вот убили тогда азовцев. Ситуация вот очень неприятная, но я знаю, убежден, что Украина никогда не будет совершать террористические акты. Государственная власть, даже если там какой-нибудь боец обманется,
как-то его вовлекут по каким-либо причинам, что бы там ни произошло, украинская власть не является террористической и никогда на подобные акции добро украинского командования, украинская власть никогда этого не даст. Это однозначно и 100%, потому что это такой колоссальный удар, который Украина может получить, что это фактически получится равносильно выстрелу себе в висок, потому что после того, как помощь Украине не будет оказана со стороны Запада, или прекратится, или начнутся какие-то разбирательства, что вот вы террористам помогаете там, и так далее, это скажется, конечно же, на делах на фронте. И именно это и преследует цель по дискредитации Украины. Я еще раз напоминаю историю. Начало, сперва я вам сейчас покажу Старовойтову, и 2 минуты она что говорит. Потому что Женя Демьянская... Сейчас я вам покажу буквально 2 минутки, и потом я вам расскажу историю, как это было сейчас. Точно тогда же стала разыгрывать роль лесбиянки в надежде на то, Александр Дугин. Ну, это прелестная рожа. Вы не думаете, что он фашист? Это прагматик, у него профессия просто такая. Он фашистом работает. Он сын близкой подруги моей мамы. Она медик, они вместе в Министерстве здравоохранения работали. И он муж Жени Демьянской, одной из основательниц Демократического Союза. В один прекрасный день Александр Дугин подумал, что есть хороший способ прокормиться. И он... Тут немножко жарко. И возвращаясь к той теме, вот достаточно того, что говорит Новодворская. Новодворская зарекомендовала себя очень верным, честным человеком, поэтому мы нисколько не сомневаемся, что она говорит. Конечно же, Дугин является бизнесменом, аферистом, мошенником, проходимцем и всем остальным, но не как таковым идеологом. Хотя, конечно же, он читает лекции, там рассказывает, как нужно покорять чеченцев, как нужно покорять сейчас украинцев, грузин и всех остальных. И, конечно же, это маленький винтик, но тоже играл определенную роль в этом во всем. Я вам расскажу, много раз мои зрители знают об этом, это будет в первую очередь важно, интересно узнать украинцам. В 1999 году, как мы знаем, Путин с Патрушевым взорвали свои дома, обвинили нас в этом и напали на Чеченскую республику Ичкерия. Когда Россия напала на Ичкерию, тоже было массу провокаций, были вот такие же террористические акты, взрывались автобусы, переходы в метро, вокзалы и все остальное. В некоторых из этих акций принимали участие чеченцы, этнические чеченцы, некоторые, которые у них находились в плену, как это было уже позже, когда началась война в Норд-Осте, когда произошли события. Там принимали участие чеченцы, которые управлялись, можно сказать так. Они сами этого не знали, но они управлялись, среди них были предатели, которые их подвели под этот Норд-Ост, под захват этого здания, захват этого Дома культуры, здания на Дубровке, театрального здания на Дубровке. Когда началась Вторая русско-чеченская война, после этих взрывов, до этого были провокации, как я сказал, затем было нападение на 2 своих же села в России, в Дагестане, Чабан-Махи и Карамахи, куда Басаева, окруженные дагестанцы, попросили оказать им помощь, чеченцы пошли, добровольцы пошли, оказали помощь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это многие знают, чеченцы не стали не захватывать Дагестан, ничего делать, добровольцы провели спасательную операцию и вышли. После этого русские взорвали свои дома. В
в августе-сентябре 99 года. В августе был вот эта спасательная операция Дагестан, и после этого были взрывы домов. До этого были другие террористические акты, но вот после Рязанского сахара, где Патрушев сказал, что это был сахар, и это были учения, никакой взрывчатки не было, после этого взрывы прекратились, и вся вот эта российская военная машина обрушилась на Чечню, на чеченцев. И дела шли, несмотря на предательство, несмотря на все, дела у русских шли плохо. И шли плохо даже не столько в самой Чеченской республике, Ичкерия, где шли боевые действия. Там шли они отвратительно, конечно же. Но при всем при этом Россия вела уже не так войну, как в первый раз. Там у нее была и агентура, и информация, и так далее. Дела плохо шли на международном уровне. Никто не поддерживал Россию. Все понимали, что там что-то нечисто, все понимали, что в рязанских учениях русские прокололись, спецслужбы западные понимали. Но и никакой поддержки не было. И первый, кто должен был поддерживать эту войну, кто должен был хотя бы не мешать русским учинять очередной геноцид чеченского народа, были, конечно же, американцы. И на одном из каких-то своих закрытых или полузакрытых совещаний сказали, что не можем ничего сделать, просто информационно никак не можем пробиться, потому что Америка выступает на стороне чеченцев. И вот ничего не можем сделать. И говорят, тогда Путин сказал, что недолго еще будет Америка поддерживать чеченцев. Это 2000 год. В это самое время к Константину Боровому, который сейчас находится в Америке, бывший депутат, бизнесмен, к нему обратился сотрудник ГРУ, российской военной разведки, и сказал, что они готовят, там, арабские террористы готовят, среди арабских террористов полно российских агентов ГРУ, готовят нападение с самолетов на Нью-Йорк. Самолетами на Нью-Йорк. Об этом Боровой рассказывал у себя в Ютубе, об этом он Гарри Табаху интервью давал. Он, как только он получил эту информацию, тогда он сразу обратился в американское посольство. Они сказали, что они некомпетентны решать, это я все с его слов рассказываю. Он полетел в Америку, встретился с директором, с замдиректором ФБР, там, не знаю с кем, встретился и все рассказал. Ему, видимо, не поверили. После этого произошло нападение на башни-близнецы в Соединенных Штатах, там, на Пентагон и так далее. И Америка была втянута в войну, в долгую войну, 20-летнюю войну против Ирака, Афганистана, там, на Ближний Восток она втянулась. И только лишь после 11 сентября 2001 года поддержка, да, люди, которые нас поддерживали, разные представители политического круга, журналистов, оставались до сих пор, но сама система американская, она уже начала отворачиваться, ей было уже не до этого, плюс мы выступали, очень много связей с теми же Талибаном, с той же Аль-Каидой находили благодаря русским среди чеченцев, хотя никакие чеченцы никогда не имели дела ни до какой-то там Усама бен Ладена, там какому-то радикализму, исламизму, там каратизму. Мы боролись за свою свободу и, будучи мусульманами, говорили Аллаху Акбар. И все. Вот вся наша была связь с Усамом бен Ладеном. Но вот нам делали так, что мы являемся вот такими вот террористами, включены там в международную сеть террористов и так далее, и так далее. Чем все это закончилось, мы все знаем. Мы виним до сих пор и Запад, и Соединенные Штаты Америки. Мы упрекаем, не виним, а упрекаем. Но при всем при этом нужно понимать, что очень много было проделано работы фашистской России и ее спецслужбами для того, чтобы вот эта поддержка, которая шла нам, моральная, журналистская, там, всякая,
которая шла, политическая, чтобы этой поддержки не оказалось у нас. Очень много было проделано работы. И я боюсь, что вот сейчас идет именно в этом направлении. Да, ситуация немного другая, сейчас Украину поддерживают и так далее. Нам в какой-то степени удалось опубликовать информацию Фейкина. Наверное, удалось, я пока еще не знаю. Дело, конечно, за украинскими бойцами, которые совершат противоправное действие, где явно будет указываться на них, или не совершат. Что вот Фейкин предлагал захватывать мирных граждан, гражданских лиц в плен, в заложники для обмена на своих бойцов. И в какой-то степени это получится, даже если вот сейчас захватят, русские с удовольствием поменяют, чтобы возбудить аппетит, потому что уже ранее один парень был, Адам Гриценко, был также обменен, представитель Кадырова, ну и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что ситуация с убийством дочери Дугина, с покушением, попыткой убийства самого Александра Дугина, она именно походит на то, что Дугин, как, ну, в принципе, агент, его папа, говорят, был каким-то генералом военной разведки, и Дугин, видимо, является агентом, идет по стопам. По всей видимости, из себя ровным счетом, как в политическом смысле, ничего не представляющий, но в медийном плане такой одиозный террорист-пропагандон, его убийство должно было вызвать такую бурю. Сейчас, в принципе, также раскачивается. Вот что говорит, например, Захарова. Все знаете, да, замминистра Мария Захарова. Если версия об украинском следе, помните выражение «чеченский след», да, вот, появляется украинский след. В деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Если подтвердится, она не зам, а представитель МИД, извиняюсь, если я неправильно сказал. Если подтвердится украинский след, а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, это типа Кадырова украинского, и она должна быть проверена компетентными органами, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом, написала Захарова в своем телеграм-канале. Дипломат отметила, что фактов, подтверждающих правомерность такого предположения, накопилось достаточно. От политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях. Вот один из звоночков, который есть. Вот, исходя из того, что сейчас говорит Захарова, можно полагать, что у русских есть еще много. Сейчас это будет раскручиваться, усиленно будет раскручиваться, что призывы будут вырезаться, какие-нибудь призывы каких-нибудь там политиков. Кто ошибочно, кто-то что-то сказал, кто-то целенаправленно сказал, кто-то без злого умысла сказал. И вот это все будет соединяться. И потом это, ну, нам покажут по телевизору, и на всех встречах западными с какими-нибудь своими партнерами русские будут везде тыкать вот эту информацию. Ну, смотрите, они же взрывают. А вот это Вовк, например, который сейчас уже назвали подозреваемой в покушении на убийство Захарова, Дугина, она может получить, у нее может какая-нибудь медаль окажется от какого-нибудь Буданова, от Залужного, от, я не знаю, Зеленского, от кого угодно. Какая-нибудь там медаль может оказаться, что вот. И вот таким образом они будут это связывать. Конечно же, я уверен, что, или если Зеленский до сих пор этого не сделал, что нужно сделать, заявить, что никакого отношения официально мы не имеем и иметь не собираемся, но это такое пятнышко, от которого долго придется еще отмываться. Если это все правда, опять же, я считаю, даже если за этим, я не то что считаю, я абсолютно убежден,
что вот эта мелкая сошка Дугин, который, да, виновен, он преступник, который заслуживает очень сурового наказания, этот человек виновен в преступлениях, в геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности, также и не только к украинцам, но и по отношению к чеченскому народу, уверен, и Грузии тоже, и Сирии тоже, потому что вот эти пропагандоны, которые очень большую роль играют в этом, да, они не являются такими главными идеологами, но в идеологическом смысле они идеологи, потому что настоящие идеологи симулякры, потому что настоящая идеология это деньги и власть, которые захватили КГБшники. Остальное это все имитация вот этой симулирования патриотизма, там, фашизма там, и так далее, доставая те слои общества, которые потом они используют из русского общества для того, чтобы представлять все русское общество вот такими вот террористами, фашистами, нацистами и так далее. Поэтому даже если за этим стоит реально принимала участие в ней вот эта девушка, о которой говорят русские террористы, без сомнения, конечно, за этим стоит русские спецслужбы. Также я считаю, что Дугину, который, фактически его хотели убить для того, чтобы принести его в жертву, как сакральную жертву, для, в том числе, дискредитации Украины и репрессий, которые, конечно же, не заканчивались, не останавливались, но они будут все больше и больше набирать обороты, и вплоть все зависит от русского народа, который будет, насколько он будет оказывать сопротивление. Чем больше будет сопротивления, тем больше будут репрессии со стороны фашистской власти оказываться на свой народ. Чем больше будут они сопротивлять, тем больше на них будут оказывать давление. Так, друзья, как-то так. Давайте я сейчас почитаю ваши комментарии и пишите ваши комментарии, распространяйте наш стрим в социальных сетях и ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Друзья, я вас еще раз сердечно приветствую. Так, Дугин, бумеранг никто не отменял. Так, добрый вечер, шановные, Минск вас витаю, добрый вечер, уважаемый, Минск вас приветствую. Георгий, витаю, живе Беларусь. Так, Гайдар Джамал похоронили Алматы. Ассаламу алейкум, всем приветствую. Ва алейкум ассалам. Так, нет никакой дискредитации Украины. Там сволочная, паскудная, продажная номенклатура ЕСБУ докатилась до уровня, заплатили и вызвал. Вот и вся правда. Докатилась до уровня, вот. Так, ты Чебараш Джин Мурзаева, ты немножко преувеличиваешь, что тоже не очень хорошо, данная ситуация. Русские говорят, якобы совершили покушение, украинка, она якобы скрывается в Прибалтике, в Эстонии, да, говорят. Валейкум салам, Маша Лушик, валейкум салам, салам, Машхой Бамут. Так, русские сами делают взрывы, приписывают на кого-то, возможно, эта женщина вообще не в курсе была про взрыв с ее участием. Вполне возможно, но то, что сейчас русские будут это раскручивать, мы сейчас просто увидим. Если они так сразу же вычисляют фамилию, имя, куда уехала, там все данные у них имеются, то, конечно же, это не вызывает сомнения еще дополнительно, что за этим стоят русские спецслужбы. Я расскажу один случай в деле, в котором я участвовал. Это было такое громкое дело, за которое лично Патрушев занимался этим делом. Он докладывал Путину про это дело. Это попытка взрыва поезда Москва-Санкт-Петербург. Взрыв поезда Сапсан называется этот поезд. И в этом деле принимали, как рассказывали, в деле принимали участие кавказские партизаны. Там был татарин один, 2 чеченца, кабардинец, грузин под видом абхаза, мусульманина. Это был агент российских спецслужб. Дагестанцы там были. Они уходили как
некоторые из них, точнее, один из них предположительно входил в Буйнакскую или Красные, как она называется, Махачкалинские огни, или Красные, как это называется, Буйнакские огни, да, по-моему, называется этот населенный пункт. Ну, там вот честь, ну, одноименное название самой этой группировки, так она называлась в деле. Так вот, там был агент среди этих людей, которые там получили информацию, что нужно взорвать поезд Сапсан, и они должны были изготовить бомбу. Нужно было найти людей, кто будет в этом помогать. И был человек, который приехал с Кавказа и искал себе людей для данной акции. Кто-то играл в футбол, там все мусульмане, кто-то играл в футбол вместе, кто-то там где-то в мечеть вместе ходил. Короче говоря, людей просто кого за главным тем, кто должен был осуществить, он материала дела в суде об этом рассказывает, он получил информацию, ему нужно было приобрести нужные ингредиенты для того, чтобы подготовить бомбу, и нужных людей подобрать. Так вот, за ним, вот за этим человеком, благодаря этому агенту под видом абхаза, мусульманина, который очень хорошо знал Коран, там, ислам и так далее, велось наблюдение. И все, с кем контачил человек, который находился под контролем, всех записывали, ну не всех, конечно, кого им было выгодно и удобно потом на суде включить в этот список группы террористов. Затем бомба была изготовлена под наблюдением, под контролем ФСБ. Тогда Медведев, по-моему, был президентом, и Патрушев докладывал ему, по-моему, тогда Медведеву, что вот они задержали банду, там, террористическую банду, которая хотела взорвать Сапсан, там, и так далее, и так далее. В итоге люди, которые изготовили эту бомбу, человек, который изготовил эту бомбу, посчитал необходимым, что они посчитали, что они не будут взрывать эту бомбу. Вот они пришли к такому единому мнению, что они не будут взрывать эту бомбу. Опять же, в этом деле, которые оказались, например, там, Эдельбиев там был парень один, он вообще там просто в футбол играл. Этот человек просто там в мечеть ходил, в футбол играл и здоровался с этими людьми. Он попал под раздачу. Никакого отношения к сопротивлению не имел. Потом был другой еще парень, который тоже не имел отношения. Некоторые в какой-то степени имели, но в основном все кавказцы, все мусульмане поддерживали сопротивление, искренние, независимые люди, независимо кавказцы, поддерживали сопротивление вне зависимости, там, каких религиозных взглядов придерживается тот или иной партизан. Главное, что он выступает против оккупации Кавказа, Чечни и так далее, Ичкерии. И они решили, что они не будут взрывать этот поезд, и сообщили об этом вот эти дербенские огни, не помню название, махачкалинские, вот буйнакские огни, по-моему, да, есть такой населенный пункт, я вот уже все запутался. Короче говоря, получилось так, они отправили сообщение и сказали, что они не хотят взрывать. И руководство, которое его туда послало, оно сказало, что ты имеешь право отказаться. Никто тебя насильно взрывать мирный поезд не заставляет. Они взяли, бомба была приготовлена из маленького газового баллона, это фото, видео, все прилагалось к материалам. И они отнесли эту бомбу, ну, бомба без детонатора, без взрывного устройства самого, это алюминиевая пудра и аммиачная селитра. Это все перемешивалось, запаковывалось в маленький вот этот газовый баллончик,
ну, небольшой газовый баллон, а вот поменьше который. И без детонатора эту бомбу они отнесли в парке и выбросили. Просто вот этот газовый баллон, который не взорвется без детонации, без ничего, хотя все у них было подготовлено, они отказались от этого, все вот это разобрали, сказали всем расходимся, выбросили эту бомбу и сказали, что мы не будем делать этот террористический акт. И в этот момент они были задержаны. Задержанный был как тот непосредственно, кто изготавливал эту бомбу, вот этот, начинял вот этот газовый баллон, его зовут Хамжуев Ислам, он получил большой срок, сидит сейчас в российской тюрьме, в российском концлагере. Перед тем, как они туда попали, жестоко пытали, поэтому все, что я вам сейчас тут рассказываю, все, что было там, материал дела, вполне возможно, что этого всего и не было. Просто это были пытки, и этот человек мне, как адвокату, рассказывал и на суде, и мне то, что ему было велено рассказывать. Поэтому я не знаю, как там было на самом деле, но сам факт остается фактом, что вот, на суде он говорил именно это есть материал дела. И после того, как они отказались, выбросили эту бомбу, спецслужбы ФСБ об этом узнали, и они быстро всех схватили. Схватили как непосредственно вот этого Ислама Хамжуева, так схватили и других людей, которые где-то с исламом были знакомы, где-то здоровались и так далее. И эти люди получили очень большие сроки. Самый маленький срок из них был, по-моему, 15 или 16 лет. Пытали очень страшно. Двое дагестанцев были убиты при пытках, во время пыток. Тот абхаз, грузин абхаз, его вывели из-под удара, типа он погиб. Нам сказали, что тоже не было никаких больше доказательств, просто человека вывели и, видимо, ввели в другую банду своих подготовленных террористов, чтобы провоцировать новых молодых людей на совершение опять каких-нибудь террористических актов, чтобы их в этом обвинить. Вот таким образом они делают террористов, они подбивают людей. Таких примеров я могу много рассказать. У меня очень много было и дел, в которых я принимал участие, где-то кому-то я помогал, который где-то рядом оказался просто, который скрывался, пытался там скрыться и так далее. Но когда тебе уже это клеймо террориста, и во всем мире тебя уже объявляют террористом, и именно об этом я говорю украинцам, что не дай бог вы проиграете, не дай бог они окажутся победителями в этой схватке, да, и Запад окажется на их стороне, не дай бог, это будет ад, который они вам устроят, и реально живые будут завидовать мертвым. Именно так произошло с чеченским сопротивлением, именно так происходило у нас. И я много раз сталкивался с людьми, которые я могу 100% сказать, вот с нашего населенного пункта, например, был участковый такой один, его русские убили сами. Этот человек всю жизнь был, в советское время участковым был, потом с приходом снова российской власти оккупационной тоже вышел работать участковым. И фактически он нашим бойцам, он как такой, не мешал. И, вероятно, из-за того, что наши бойцы его не убивают, наши бойцы, или, может быть, он давал информацию какую-то нашим бойцам, какая-то у русских была информация, или по какой-либо другой причине, этот человек был убит русскими спецслужбами, русским спецназом, террористами, которые убили своего же российского участкового. И обвинили в этом чеченца, которому одному дали пожизненное, другому дали там 20 лет, что ли, срок. И таких случаев было очень много, я хочу сказать, где человек, который вообще не только не соучастник или там играл какую-то там второстепенную роль в этом преступлении, который вообще не принимал никакого участия, от слова совсем, нигде, никак. И так это может происходить и в этом случае, конечно же. И вот эта украинка, которую сейчас обвиняют, она может
использована быть в темную. Она, может, жила в Москве, и ей там под каким-то соусом предложили пожить в Москве. Нам сейчас сообщают, что она жила, снимала квартиру в доме, где жила вот эта Дугина, Дарья Дугина. Вполне возможно, что она по каким-то другим причинам ей сказали, может, ей сказали следить за кем-то другим. И вот она жила в этом доме. И теперь получится так, что она связана как-то с Азовом, они уже об этом пишут, связана как-то там с украинской властью. И потом оказалось, снимала в доме Дарьи Дугиной, снимала квартиру. Ну все, вот уже готовая цепочка, где ее можно уже начать обвинять в этом во всем. Вот как-то так, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии. Будем надеяться на лучшее. Это Новодворская. Да, это Новодворская. Я, наверное, Старовойтова сказал, да? Так, русский, так. Ассаламу алейкум, санхамсар, вежери, вещь Аллах си дольшу, ва алейкум ассалам, адуэлласи. Слава Украине, героям слава, Марина Чеченко. Добрый вечер. Ассалам. Борис Тамахин, недружественный к РФ, YouTube снес канал. У многих он уже блокирует каналы на месяцы. Что будет делать вы, когда снесут ваш канал? Это по поводу Telegram. Что будете делать вы, когда снесут ваш канал? Ну, у меня есть много других каналов. Я никогда не пойду в Telegram или что-нибудь, что связано с Россией, поверьте. Я даже вот отношусь с подозрением к ТикТоку, но вот раз он китайский, то ну хоть какая-то там прокладка между Россией стоит, и Китай не на поводу у русских, вот как-то так. Василий СТПРБ, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о Мусе Темишеве? Спасибо. Ну, я ничего о нем не думаю вообще, не интересен чувак. Я могу сказать, что этого человека в нашем чеченском обществе подозревают в связях с российскими спецслужбами, и Темишевори, по-моему, о нем речь идет. Вот, именно из-за этого, по-моему, я не путаю, о ком идет речь, если человек, который возглавлял газету Ичкерия у нас когда-то при Дудаеве, он был именно выгнан с этой работы, и из-за того, что, как утверждает мой подписчик Фриман, что он был связан, из-за того, что он был связан с ФСБ, из-за этого выбросили. И никак вообще не могу сказать, больше сказать-то нечего. Да. Когда наконец наступит злу в этом мире когда конец наступит злу в этом мире в виде путинизма? Ну, если ничего не делать, то никогда. Суперстрайт. Асан, слышал про стримы антитеррористов? Чеченцы на чеченском говорят о науке и других важных вещах для нашего народа. Да, конечно, слышал, да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Вилпес Маршо. Всем доброго вечера. Завтра под корягу Кремлю зло. Совершенно верно. Так, друзья, я хотел бы остановиться на интервью, продолжая тему, связанную с Дугиным. Я бы хотел бы остановиться на интервью, которое дает Пономарев. Смотрите, что он здесь пишет. Он Медузе дает. Это немножко длинное интервью, я бы хотел бы его вам прочитать, друзья. Не все, конечно, здесь все читать нет смысла, просто немножко про Пономарева скажу, что здесь указано. Это бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, чьи родители до выступления, живущий в Украине бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев 21 августа сообщил, что убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи было осуществлено организацией Национальная республиканская армия. До выступления Пономарева упоминаний об этой организации в интернете нет.
Ее манифест появился примерно одновременно со стримом бывшего депутата. Это говорит о том, что вот за этим взрывом стоит именно Пономарев. И никакого отношения к украинской власти он не имеет. И Украине надо его как можно быстрее депортировать в Россию. Занимающего сейчас жесткую проукраинскую позицию Пономарева в прошлом критиковали за то, что он сам, как минимум до 2014 года, был укоренен в российскую элиту. Его отец в первые путинские годы работал в российском правительстве. Мать представляла Чукотку в Совете Федерации. Ну, это Абрамович, понимаете, да? Чукотка, это бывший губернатор Чукотки был Абрамович. И вот там у него мама была, представляла Совет Федерации от Чукотки. А это ФСБ. Сам бывший депутат был близок к Владиславу Суркову, тоже все знаем, да? И голосовал в Госдуме за репрессивный закон о регулировании интернета. Спецкор «Медузы» поговорил с Пономаревым об убийстве Дугина, и в том числе о новой версии покушения, выдвинутой ФСБ, а также о его прошлых связях с российской властью и уничтожении Российской Федерации. Давайте послушаем, что он говорит. Только что ФСБ заявила, говорит журналистка, что нашла исполнителя убийства Дарьи Дугина. Это украинка Наталья Вовк, которая вместе с 12-летней дочерью якобы приехала в Россию, следила за Дугиной, а потом уехала в Эстонию через Псков. Она не имела отношения к этой акции, говорит Пономарев. Когда появилось это сообщение, я связался с людьми, с которыми мы общаемся в России. Они сказали, нет, это не она. Она не совсем посторонний человек, но не имеет, скажем так, непосредственного значения в этой истории. Короче говоря, непосредственно с исполнителями и про эту девушку все знает. То есть Пономарев вот в этом фактически подтвердил слова ФСБ, что Вовк связана. Человек, который взял ответственность на себя, минутку, да, чтобы для понимания, говорит, что она связана. Да, она бомбу не подкладывала, он говорит, но она связана, видимо, следила. Вот что имеется в виду Пономарева. Почему ты уверен, что не причастна? Я не говорил, что она не причастна к самому факту. Я говорил, что она не тот человек, который осуществил эту атаку. Я говорю, что со слов людей из Национальной республиканской армии, с которыми общаюсь, это не тот человек, который реализовал нападение, но это человек, заслуживающий защиты. Ты каким образом способствовал тому, что она... Ты каким-то образом способствовал тому, что она уехала из России? Каким-то образом, да. Ты распространил заявление некой Национальной республиканской армии, которая взяла на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной. Ты знал заранее, что оно произойдет? Я был в курсе, что произойдет что-то. Я примерно понимал, что, но без места, где это произойдет, и фамилии людей, на которых будет совершено покушение. Я понимал, что люди из НРА, с которыми мы давно на связи и общаемся с апреля, долго готовили акцию большого масштаба, чем то, что они делали до сих пор. До этого времени они поджигали военкоматы. О существовании НРА до заявления Пономарева ничего не было известно. Но перед убийством Дугиной они хотели, скажем так, позиционировать со своим брендом, сделать что-то яркое. В какой-то момент они сказали, следите за новостями, сегодня оно будет. Была еще какая-то конкретика, точнее сказать не могу, но окончательной детализации не было. Когда это произошло, они прислали фотографию с места взрыва, чтобы подтвердить, что это они. Прислали манифест. Вот. Пономарев связан. Украинка связана. Это Пономарев подтверждает. Я не понимаю просто, украинцы, для чего вы держите этих людей? Вот первое, что нужно сделать, арестовать Пономарева. Первое, Украине нужно арестовать Пономарева. Фейкина арестовать не получится, он в Москве где-то сидит, но вероятно в Москве. А Пономарева вот просто необходимо. Далее и ранее, если вы помните, был депутат Вороненков, который приехал в Украину, быстро очень получил гражданство или политическое убежище, и шел на встречу с этим самым Пономаревым. Вначале сообщали об этом средства массовой информации, а потом он был убит киллером, который отлично знал, что он идет с телохранителем, выстрелил телохранителя, выстрелил потом Вороненкова, и потом раненый телохранитель его подстрелил, и наемный убийца был убит.
я не понимаю, почему вот это терпится. Когда происходят вот такие вещи, когда идут контакты какие-то с русскими спецслужбами, когда например, для меня это очевидно, что это агенты российских спецслужб. Ну вот если украинцы как-то действуют, ну кажется, ну наверное им что-то виднее, они там на месте находятся. Я многом себя ограничиваю в критике, там каких-то там возмущениях своих. Ну думаю, ну значит надо, там и есть и перебежчики из ФСБ, из ГРУ, в этом тоже не знаю, двойные агенты есть. И есть люди, которые искренне сочувствуют Украине. Это они тоже, наверное, есть, я не знаю. И, ну, думаешь, наверное, они лучше знают меня, потому что они на месте, они там и так далее. Но вот сегодня я вижу, что Фейкин подстрекает брать людей в заложники. Это категорично очень, очень сильно сказывается на Украине. Пономарев, например, связывает, что вот он общался, он с террористами непосредственно общается, которые Дугину взорвали, теперь он это знает. Вот эта девушка Вовк, которая сейчас якобы находится в Эстонии, фактически уже больше ничего и не нужно. Получается, что Пономарев признался, что да, она бомбу не подкладывала, он тут говорит, а может и подкладывала, потом выяснится. Но сам факт, что она связана как-то с этим, ну, наверное, следила, наверное, так. Так, фотографии с мест взрыва были в миллионе СМИ. Эти фотографии нигде не было. Мы не можем их показывать и публиковать, поскольку от этого зависит безопасность людей. Но я уверен, что эти фотографии аутентичны. Им нужно было доказать, что это они. Сочетание всего, общения, предупреждения заранее, фотографии постфактум, убеждает меня в том, что я имел дело с теми, кто это сделал. Если бы ты заранее знал, кто будет в машине, ты бы попробовал своего собеседника из НРА отговорить. Я отвечу цинично. Мы находимся на войне. Это мой подход ко всему, что сейчас происходит. Те люди, которые с той стороны в этой войне участвуют, являются легитимными целями. Я с этим подходом, товарищи из НРА, абсолютно согласен. И Дарья и Александра Дугина были абсолютно легитимными целями, потому что оба участвуют в идеологическом обеспечении этой войны. Они не являются легитимными целями. В соответствии с международным правом они не являются комбатантами. Соответственно, они не являются легитимными целями для убийства. Это наглая ложь. Да, в моральном плане, в психологическом плане это может так показаться. Но Дугин это всего лишь винтик. Конкретно Дарья, ко всему прочему, является одним из виновников теракта, который был совершен. Вот, смотрите. Конкретно Дарья, ко всему прочему, является одним из виновников теракта, который был совершен против бойцов Азова Еленовки. Я, кстати, эту статью не читал. Вот смотрите, я как раз только что говорил об этом. Я только ее открыл и начинал сегодня читать. И мне нужно было готовиться к стриму. Мне нужно было начинать стрим. А я говорил об этом, что может быть как-то связано. Смотрите, что говорит. Конкретно Дарья, ко всему прочему, является, откуда знает об этом Пономарев, который был одним из виновников теракта, который был совершен против бойцов Азова в Еленовке. Этот человек призывал к массовым убийствам в Украине. И я уверен в том, что она является совершенно легитимной целью. И говорит, что она несчастная дочка, которая за отца расплатилась. Не надо. Она была его лейтенантом, его руками. И насколько я понимаю, изначально задумка, они хотели взорвать именно обоих. Вот, значит, и Дугина Дарья, она тоже должна была быть взорвана. Следите просто за руками. Просто невероятно. И этот человек будет находиться в Украине. Невзоров там находится, Пономарев там находится, Киселев ведет уже много лет там на украинском телевидении. Ну, полно просто. Их можно пересчитать, пересчитывать, называть эти имена. Насколько я понимаю, изначально задумка НРА, они хотели взорвать именно обоих. Вот вам здрасте. Считаю ли я, что это является очень эффективным действием? Нет, я так не считаю. Для активистской среды фигуры Дугина мистическая, гипертрофированная. Великий мудрец, лидер фашистов, идеолог Новороссии, как человек, который был во власти. Дугина знаю хорошо. Много с ним общался и прекрасно знаю, какое к нему отношение в российских структурах. Он никто и звать его никак. Считаю ли я, что это является очень эффективным действием? Нет, я так не считаю.
Так, других методов, кроме как взорвать машину, не было. Вопрос не ко мне. Я озвучиваю, общаюсь, помогаю этим людям с их внутренними вопросами, с их безопасностью. Но по поводу своих целей они со мной не советуются. Нажали бы они на кнопку, если бы знали, что в машине одна только дочь и нет отца. Думаю, что нет. Но они видели, что в машину садятся два человека и думали, что второй Дугин. И кто был второй человек и что с ним произошло, мы не знаем. О возможном наличии второго человека в автомобиле Дугина об этом интервью ничего не было известно. До этого интервью ничего не было известно. Ты записал ролик. Кстати говоря, я смотрел сегодня общение одного свидетеля, который видел взрыв этой машины. И он говорит, что там сидела только одна Дарья. Но сейчас подбросят какой-нибудь труп и скажут, вот второй человек, и Пономарев прав, потому что вот он подтверждает, что там два человека было. Но есть видео, в котором свидетель говорит, я видел, только она одна там была в машине. Ее выкинуло через крышу, говорит. Неужели бы они нажали бы так, это я читал, ты записал ролик, из которого вполне отчетливо следует, что ты действия НРА поддерживаешь. Я их поддерживаю. То, что насилие порождает насилие, тебя не останавливает, я по-другому скажу. Человек на поле боя может обороняться, а взрыва машины защиты нет. Так ты как-то не понимаешь, что мы находимся на войне. От снарядов, которые падают на голову украинцев, потому что они украинцы, защиты тоже нет. Эту войну начали не НРА, не Илья Пономарев. Это насилие породил Путин, и он будет пожинать его бурю. Я лично считаю, очень важно, чтобы представители российской элиты понимали, что отсидеться не удастся, им придется занимать стороны, и всем уважаемым либеральным журналистам тоже быть в объективной позиции не удастся. Почему люди из НРА вышли на связь именно с тобой? Я нахожусь в Украине и имею доступ к тем ресурсам, которые этим людям нужны. Интересно. Последнее упоминание о твоей деятельности в Украине звучало как привлечение инвестиций. До 24 февраля я активно занимался бизнесом, потом начал активно тратить заработанные деньги. Каким именно бизнесом ты занимался? Инвестиционным. А точнее, давай название не публиковать, а то мне еще прилетит. Публичная компания торгуется на бирже. К твоей репутации много вопросов. Сначала Левый фронт, потом поддержка законопроектов Елены Мизулиной об интернете. Моя мама твоя была в Совете Федерации, папа твой состоял в Совете директоров компании, контролируемой православным бизнесменом Константином Малафеевым. Даже Алексей Навальный называл тебя жуликом за историю с фондом Сколково. Ты, наконец, дружил с Владиславом Сурковым. Я напоминаю, что за убийством, этого тоже я не знал, за убийством депутата Вороненкова, который шел навстречу с Пономаревым, стоял Константин Малафеев. Об этом писали, это олигарх русский православный, как они его называют, олигарх. Стоял вот этот Константин Малафеев, миллиардер там и так далее. Ты наконец дружил с Владимиром Сурковым? Дружен Сурковым не был, работал вместе, но считал идеологическим противником. Хорошо, ты сделал вместе с ним инновационный центр Сколково, учитывая все вышесказанное. Почему люди тебе верят? Это их дело, их выбор. Как я могу убедить, например, тебя мне поверить? Сказать, мамой клянусь. Мамой, которая почти 10 лет представляла Чукотку Совет Федерации, не слишком удачный ход. Тебе не приходило в голову, что ты своей прежней работой вполне себе содействовал этому режиму, с которым сейчас активно борешься? Это неправда. Я в политике с 2002 года, когда Путин пришел к власти. С ним сразу все было понятно. Он был порождением той конституции, которую создали после переворота 1993 года. В том числе поклонники «Медузы», которые, в отличие от меня, были архитекторами этого режима. Я Путина не поддерживал никогда. Я всегда был в оппозиции. Я создал Левый фронт, который долгое время был радикальным политическим движением. Ну, конечно, я всегда старался использовать те возможности, которые у меня есть. И революция никогда не была для меня самой целью. Про Конституцию, которая говорит про 93 года Конституцию, это как раз тот нарратив, о котором говорят те же КГБшники, путинисты. Они тоже хотят, тот же депутат Федоров тоже хочет изменить Конституцию, потому что она считается у них плохой.
При этом ты работал на институции, этим режимом созданные. Я совершенно осознанно пошел в Госдуму, если об этом, для того, чтобы получить законные полномочия. Может, он и получил законные полномочия, но ничего путного, полезного для России, для борьбы с вот этим террористическим режимом он не делал. Он просто там находился и пользовался всеми благами депутатского кресла. Я скорее о работе на любимые проекты бывшего президента Дмитрия Медведева. Да, я придумал Сколково, это мой проект, писал концепцию по модернизации экономики для Медведева. Да, он, Медведев, оказался большим и нехорошим человеком, здесь мат, большим разочарованием, слабым человеком. Я не был им очарован, но считал, что у него были возможности, которые он в итоге не использовал. Он даже в общем хотел это сделать, но человек, повторюсь, слаб, пуглив. Медведев побоялся идти до конца и предал абсолютно всех, кто был вокруг него. Всю свою команду. Михаил Абызов, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова. Уже никого рядом с ним нет. Все, кто ему помогал, либо в тюрьме, либо в глубокой опале. И вообще, я работал не на него, я работал на то, чтобы сделать жизнь лучше. Так, да, пропускаем вот это его. По версии следствия, ты читал лекцию Сколково за 30 тысяч долларов, когда был депутатом. Насколько я ничего не заработал, я только тратил. Знаешь, ты сейчас повторяешь то, что говорил тогда Кремль. Ты разгоняешь их пропаганду. Если вдруг люди из НРА расскажут, что для следующей акции они выбрали мишенью людей, с которыми ты когда-то работал в Сколково или в Госдуме, как бы ты себя поведешь? Мои действия будут полностью исходить из их людей, которые выбрали мишенью, сегодняшней позиции. Если эти люди стоят на позиции поддержки войны, есть манифест НРА, с которым я полностью согласен, о том, кто является легитимной целью, а кто нет. Я категорически против всего того, что может привести к потерям среди мирного населения. Но любой чиновник, любой бизнесмен, любой человек, интегрированный с этой властью, легитимная цель. А если человек интегрировал с этой властью, поддерживает войну, а потом неожиданно выступает за мир во всем мире. И что есть делать, если, предположим, за шаг до этого перехода его выбирают легитимной целью? Я считаю, что возможность перехода на сторону добра должно быть открыто. Я, например, поддерживаю историю Марины Овсянниковой. Хотя тут в Украине все шумели, что она агент ФСБ. Я считаю, если человек совершил поступок, перешел на сторону добра, это надо поддерживать, вне зависимости ни от чего. Но если он не успел это сделать до того, как его настигнет возмездие, это его проблема. Как ты коммуницируешь с НРА? Есть мессенджеры, есть специальный человек, который с нами на связи. Чем вы им помогаете? Что просят, то и делаем. Иногда надо спасти людей от преследования ФСБ. Их надо оттуда, из России, вытащить. Вытаскиваем. Ты, допустим, узнаешь, что они, люди, которых надо вытащить из России, бомбу заложили 5 минут назад. Вытащишь? Разумеется. А кого еще надо вытаскивать? Тех, кто что-то сделали? Не тех же, которые, ой, я поеду в Европу, только мне что-то, туристическую визу не дают. Вот тех, которые заложили бомбу, как раз и надо вытаскивать. Ты в Россию когда-нибудь собираешься вернуться? В самое ближайшее время. Я вообще считаю, что 24 февраля я в России, потому что с этого времени у нас нет государственных границ, есть линия фронта. Когда я буду в Москве, не знаю, но думаю раньше тебя, потому что первыми придут те, кто будет держать в руках оружие. А сейчас наша задача прикончить Путина. Как ты его прикончишь, взорвав дочку Дугина, можешь объяснить? Наша задача поддерживать любые действия, которые ведут к расколу элит. Если эти элиты будут понимать, что за ними придут либо российские военные, либо русские партизаны, тогда они будут действовать. Или взрывы вызовут волну террора внутри России. И мы на войне находимся. То, что в России сейчас террор бархатный, приводит к тому же результату, как и его ужесточение. Все видят по углам и ничего не делают. Все сидят по углам и ничего не делают. Со стороны Путина ужесточение лучшее, что он может сделать для того, чтобы эта ситуация эволюционировала. Тогда люди начнут что-то делать. Я не хочу, чтобы люди шли на Кремль. Я против бессмысленных действий, но поддерживаю действия, направленные на смену российского режима. Ни ты, ни я сейчас не в России. Но у нас с тобой есть важные различия. Ты сидишь в мирной стране, а я нахожусь недалеко от линии фронта. Я вступил в тероборону, взял пулемет, а потом мы решили, что более важно заниматься российским направлением как раз для победы.
И чем, как ты думаешь, все закончится? Думаю, что закончится наша победа с физической гибелью Владимира Путина. Думаю, закончится уничтожение Российской Федерации и созданием новой республики. Не жалко Российскую Федерацию? Наоборот, надо же там людей спасать, говорит Пономарев. Вот как-то так видится картина, да. Так, ассаламу алейкум. Возможно, взорвали ФСБ, а может просто нашли обычного человека, привязали к машине и взорвали. Затем выставили как убийство Дугина. Для этого, чтобы русские настроили еще больше против украинцев. Может быть, я не знаю. Может это и с этим связано, что вот он... то, что ее реально убили, я в этом не сомневаюсь. Я читал еще, заканчивая эту тему на сегодня, все это было посвящено Дугину. Тут еще есть много, просто мне самому было интересно почитать эту статью, поэтому ее всю прочитал. И дальше буду в следующих своих стримах еще добавлять информацию, рассказывать. По поводу Дугина и этой ситуации можно сказать, что они в этом интервью говорят о чем угодно, только не об дискредитации украинцев. Пономарев, как уже на стороне Украины, он там с украинскими чиновниками встречается и так далее, и так далее. Ну, очень так классически можно к этой ситуации, к этой акции связать, привязать, провести цепочку с украинскими властями. Это продолжение той дискредитации, которую я уже с момента убийства военнопленных Еленовки усиленно продолжается. Не знаю, что будет делать украинская власть, украинские спецслужбы, но я бы посоветовал как можно быстрее посадить в тюрьму Пономарева и поменять его на азовцев. Этот человек, я не сомневаюсь нисколько, исходя из того, что они творили у нас, в нашей стране, и методы, я не сомневаюсь, что Пономарев связан с ФСБ, с Патрушевым, с Путиным. И если азовцы хотят кого-то взять в заложники, чтобы обменять, то вот сейчас очень удобный повод взять, арестовать, не в заложники взять, а на законных основаниях, за то, что он дискредитирует Украину, украинскую власть, украинское государство, украинские вооруженные силы, вот этими террористическими актами. Открыто россиянин, столько лет прослуживший в системе, его отец, его мать, все служат этой системе, плюс убийство Вороненкова, депутата, который сбежал в Украину и который был убит в Киеве. Это хороший повод арестовать, допросить этого человека и обменять на азовцев. Я думаю, это было бы самое правильное, что можно было бы сделать в этой ситуации. И опять же, всего, что я сказал, подводя итог, могу сказать, что опять же, за террористическими актами, за нарушением международных конвенций для дискредитации Украины стоят российские спецслужбы. Они могут говорить на украинском языке, у них в кармане может быть украинский паспорт, но они могут быть кадровыми сотрудниками и СБУ, и еще каких-нибудь структур, но они работают на Россию для дискредитации по той колоссальной, просто невероятной помощи, которую Запад оказывает Украине. И украинским властям нужно будет категорично заявить, что мы не имеем никакого отношения. Если, конечно же, они не стоят за этим и не имеют никакого отношения. Так, друзья, я на этом свой стрим заканчиваю.
думайте, думайте, украинцы, вы думайте, чеченцы, нам тоже нужно думать, у нас тоже против нас тоже готовятся разные акции. Кстати говоря, напоминаю, что против меня тоже сейчас готовится очередная акция. И я понимаю, что они не будут от меня отставать, потому что я мешаю, независимо выступаю, разоблачаю. Если бы я возводил бы ложно какого-то непричастного человека, этот человек давно бы попросил бы у меня ответа на все вопросы. А я еще и очередной раз заявляю, на все вопросы, которые я публично здесь озвучу, я готов публично кому угодно отвечать на вопросы. Но только публично. Потому что вот эти разговоры, качания вправо, влево, ты там это, ты там все, вот это все приведет к тому, что я этого не говорил, я это не так сказал. Я публично все, что я говорю, фиксируется, оно у меня хранится на канале, я уверен, и вы, мои недруги, тоже сохраняете, и у вас тоже есть ко мне что предъявить, поэтому если есть, давайте публично предъявляйте. И напоминаю, против меня готовится очередная акция, очень серьезная акция, будут задействованы наши ичкерийцы в этой акции, люди, которые искренне, некоторые из них искренне, некоторые это, возможно, я полагаю, это может быть люди, связанные с бойцами, которые воюют в Украине на нашей стороне, на нашей ичкерийской стороне. И это, ну что бы ни случилось, я, конечно, постараюсь держать по мере возможности в курсе всех и обещаю торжественно не отступить ни на шаг от той линии, которую я избрал для себя сам и иду по этой линии. Это деоккупация нашей страны и привлечение к уголовной ответственности военные и политические силы фашистской России. Конечно же, террористическую банду ФСБ и их ружье, скажем так, вооруженные армию фашистской России. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Всего самого